Ленские столбы вновь удивили весь мир. На территории реки Буотома вновь обнаружили лагерштет трилобитов. Таких по всему миру всего 3 – в Китае, Канаде и в Якутии. О колыбели зарождения скелетной жизни на Земле расскажет Розалия Борисова. Уже 3-й лагерштет. Хорошо сохраненные остатки найдены на территории Ленских столбов. Как может показаться, вначале это всего лишь отпечатки на камне. Но это и есть трилобиты. Ценная находка возрастом в 525 миллионов лет. Тончайшие животные остались лишь как след в камнях. Но в этих отпечатках есть и скелет, и все необходимое, чтобы полностью воссоздать их образ жизни. Более того, находка может дать полную характеристику классу трилобитов. Мы предполагаем изучать вот уже найденные местонахождения, чтобы понять, какое разнообразие ископаемых остатков, как они сохранились, в каких условиях они сохранились. В идеале мы должны восстановить образ жизни и строения вот этих организмов, которых, собственно, остатков которых мы обычно не находим вообще. Только в таких вот уникальных захоронениях. Открытие было сделано весной работниками парка и волонтерами-палеонтологами. Несколько месяцев велись работы в тяжелых погодных условиях, но результат превзошел все ожидания. Наша работа по поиску и нахождению этих лагерштетов, да, она заключается в этом популяризации наших палеонтологических ценностей. То есть в мире мы знаем, есть известно, да, китайский Чинзян и канадские сланцы Бельджес. Они давно уже известны, все хорошо раскручено, туда масса туристов ездит, наука ездит, да. И все знают, что Ленские столбы. Но и даже я тут замечу, что из 10 тысяч, допустим, описанных видов, 350 описано на Ленских столбах. Ну, это очень большое, да, значение. И у нас очень качественные, да, скажем, находки. В свое время Чарльз Дарвин не мог ответить на вопрос, откуда вдруг появилось столько разных видов животных. Оказалось, все началось с Кембрия более 540 миллионов лет назад. В это время появились первые представители хищников и жертв. Якутию же можно считать ее колыбелью. Именно на территории Ленских столбов были найдены самые массовые формы зарождения первых скелетных. Трилобитов у нас в республике находят уже в 3-й раз, но эта находка уникальна. Благодаря особым природным условиям сохранилось тело мягкотелого млекопитающего, и можно полностью воссоздать его образ жизни и даже чем оно питалось. Таких лагерштетов в мире очень мало. Это пернатые динозавры в Китае юрского периода. Это мамонты, которых также находят на территории нашей республики. И это трилобиты кембрийского периода, тоже в наших Ленских столбах. Но дальнейшее изучение эксклюзивных находок тормозит отсутствие специалистов у нас в республике. По словам ученых из Москвы, в Якутии, на базе нашего университета студенты могли бы делать открытие мирового значения. Розалия Борисова, Сергей Васильев, НВК «Саха», Жатай.